С добрым сердцем и с открытым взглядом в будущее. Так можно характеризовать волонтера нового поколения. Сердобольность и стремление прийти на выручку было и есть отличительной чертой нашего народа. Старшее поколение тимуровцев наблюдает как волонтера 21 века, сострадательны и инициативны. В Канашском районе Чувашской республики из года в год число волонтеров увеличивается. Начиная с 2018 года молодое поколение с удовольствием регистрируется и участвует во всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы». О человеке лучше всего говорят его действия, гласит народная истина. Вот и школьники Канашского района своим примером и действиями вовлекают в ряды волонтеров все больше и больше ребят. В преддверии праздника 9 мая проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка». И мы, волонтеры Победы, просим вас поучаствовать в этой акции. Данную акцию проводят в целях формирования у граждан патриотических ценностей, уважительного отношения к родине и к ее истории. Традиционно жителям вручаются георгиевские ленты, цветная гамма которых хорошо известна каждому и которая использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны – Ордена Славы. Мы волонтеры Победы Шахазанской школы. В преддверии праздника 9 мая стартует акция «Георгиевская ленточка». И хотим вручить эту ленточку. Спасибо. Носите георгиевскую ленточку с уважением, призывает волонтеру Победы. Спасибо огромное, красавица! Мы волонтеры Победы! Мы принимаем участие в различных акциях и мероприятиях. Часовой у Знамени Победы. Внук на час. Бессмертный полк. Благоустройство памятников и обелисков. А сегодня мы принимаем участие в акции «Георгиевская ленточка». Огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников. Наши дети также принимают участие в различных спортивных мероприятиях. То есть все их внеурочное время всегда занято чем-то. Шахазанская школа – одна из крупных школ в нашем районе. И мы принимаем активное участие в различных мероприятиях районного масштаба, республиканского, а также всероссийского масштаба. Каждый желает стать волонтером, стремится к этому. Мы принимаем участие в добровольческих акциях, помогаем ветеранам педагогического труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. И обращаясь к ребятам, хочется пожелать огромного, крепкого здоровья. Помните, что здоровье у вас одно, и нужно его беречь. Обучающиеся Шахазанской школы за здоровый образ жизни. На сегодняшний день в Сеспельском доме для престарелых нашли свой приют 15 пожилых человек. Их быт максимально приближен к домашнему. Здесь и чисто, и уютно оказывается ежедневный медицинский уход. Но при всем при этом у каждого из них своя судьба. Кто-то об этом говорит открыто, а кому-то сложно подобрать слова. Наш дом престарелых был организован в 1997 году в июне месяце. С концертами посещают нас постоянно. На каждое мероприятие, на каждый праздник. Волонтеры в канун Дня Победы также пришли к пожилым, чтобы поинтересоваться их здоровьем, рассказать о своих успехах в школе и вручить георгиевские ленты. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Валентина Николаевна. Сколько лет вы здесь проживаете? Я здесь 2-й год. Как ваши дела? Наши дела очень хорошо. Здоровье тоже маленько получше вроде стало, чем было. Мы живем тут, как говорится, своей семьей, как родня. Тебя как зовут? Таня. Таня? Меня зовут Татьяна. Очень приятно. В каком классе? Я учусь в 9 классе. В 9 классе. Дай Бог тебе здоровья, счастья, школу окончить, и там поступать еще дальше учиться. Спасибо, Оксана. Почти их знаю, что в школу хожу туда, они мне помогают. И я как могу советом, так и молодцы ребята. Теплый, участливый взгляд – вот, пожалуй, то, что так необходимо пожилым людям. Совместная прогулка также пришлась кстати. Ну а на прощание песня, подготовленная ребятами специально ко Дню Великой Победы, 9 мая. Шли солдаты на войну, да пели песенку одну. Пой, живи, Россия, и подними
наша, и другой сторонки нету такой. Волонтер – это человек, на которого можно положиться, надеяться, который в любой момент может помочь пожилым людям, маленьким детям, дать совет хороший, неважно. Волонтером я хотел быть с детства. Любил помогать младшему брату, смотрел, как старшие помогают пожилым людям, детям, воспитывают их. В школе я зарегистрировался год назад, но также помогал людям. Прибирали мы участки, ходили к пожилым. Я хочу вам рассказать, то, что в 2018 году я зарегистрировался в системе АИС. Я также участвовал в волонтерской программе, в которой учитываются моя деятельность и часы, за которые мне прибавляются баллы. Они очень помогут мне при поступлении в высшее учебное заведение, в техникумы даже. Конечно, то, что в Канашском районе большое количество ребят, желающих вступить в ряды волонтеров, это в первую очередь заслуга родителей и преподавателей. Данную работу в системе администрации муниципалитета много лет курирует Алина Павлова. Она сплачивает, подает новые идеи, доносит до ребят истинные принципы волонтерской деятельности, здорового образа жизни. Волонтерская деятельность для меня означает это помогать старым, пожилым людям, а также помогать животным и убираться на улицах. Я обучаюсь в Теспецкой школе в 7 классе. Я хочу быть полезным для общества. На самом деле, пока для ребят главное быть полезным в своем окружении. Но пройдут года, и стремление приложить руку помощи и участия приобретет более объемные очертания. В нашей школе всего обучается 78 учащихся. Вот из них у нас всего 12 волонтеров, но есть и желающих много. Думаю, они вступят тоже. Ходим к престарелым, помогаем, устраиваем концерты. Также и дети очень спортивные, постоянно участвуют в спортивных мероприятиях. Ребята, я призываю вас вступить в наши ряды. Становитесь волонтерами победы! Приучить детей к общественной деятельности, убрать излишнюю скромность стараются преподаватели в Кибечской средней школе. Смелым, активным, позитивным открываются новые горизонты, утверждают учителя. В нашей школе действует волонтерское движение «Взор» в количестве 15 человек. Наши волонтеры занимаются озеленением, очисткой памятников, помощью ветеранам. Сегодня новый день в учебном заведении начинается с общешкольной линейки. Отдавая честь памяти воинов-победителей, школьники стоят в карауле у Знамени Победы. На месте стой, раз, два, направо. Школа, равняйся. Равнение на Знамя Победы. Наш красный флаг, израненный в сражениях, был ярко над поверженной войной. В руках солдат, дошедших до победы. Он рвался вверх по битым кирпичам. Он грузился гордо там, где раньше не был, как вызов всем фашистам-палачам. Пошли в атаку на врага стеной и поднимали отважных храбрецов. И вот бегли, орудия остыли, лишь голос победителя кричал, и флаги, полыхая, гордо плыли. Восхищенный Хазин кричал, а верные победами и славы ликуют там, где лишь вчера был враг. Прославленной великой державы над миром звездный флаг. Наша команда участвует в разных районных конкурсах и занимает призовые места. А наша главная деятельность – помощь нуждающимся. Практически во всех сферах деятельности принимает активное участие добровольцы-волонтеры. Что же движет этими людьми и почему они готовы работать бесплатно, а иногда и вкладывая собственные средства? Волонтеры Победы – это в первую очередь личная история каждого, чья память о вкладе его родных и близких в дело Великой Победы больше, чем просто память.